Более 140 квартир в Якутске остается без холодной воды. Как обстоят дела на данный момент? Максимально короткие сроки. Вторую очередь онкоцентра в Якутске начнут строить уже в этом году. Образцово-показательный дом в Якутске. Как жителям многоэтажки удалось взять в управление свои руки. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Якутске по улице Воинская, 10/1 возникли проблемы с теплоснабжением из-за остановки подачи холодной воды. В 10-этажном доме с автономным газовым отоплением более 140 квартир. Трубопровод примерз, причиной этому стал обрыв греющего кабеля. По словам жильцов, это произошло накануне. В течение дня они обращались в управляющую компанию. Но коммунальная служба приехала только к вечеру. Это вчера с 10 утра у нас нет холодной воды в доме, уже сутки. Мы целый день звонили в управляющую компанию, но никакой реакции не было. Приходили сантехники, говорили, нет воды, подождите, работаем, думаем, узнаем, проверяем. А целый день никакой реакции вообще не было. Так как меры, которые принимала управляющая компания совместно с городскими службами, не увенчались успехом. Для оперативного решения возникшей ситуации ночью на место ЧП прибыли министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Дмитрий Садовников и председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков. Руководители встретились с жильцами и осмотрели дом. Для временного обеспечения дома водоснабжением на место прибыла пожарная машина. На данный момент отопление в доме есть, оно восстановлено по временной схеме. На месте продолжает работать аварийная бригада. Республиканской дороге Мирный-Удачный угрожает транспортная блокада. Ветхий мост, соединяющий районы, может смыть уже в этой весной. Наладить понтонную переправу не удастся. Как сложилась такая ситуация и что предпринимают районные власти? Подробнее в сюжете Романа Муконина. 30-й километр автодороги Мирный-Удачный. Мостовой переезд через реку Чуан-Алыр. Год его постройки 1982, но дожить до своего 37-летия ему может не удастся. Там уже провалились несколько опор, и он опасно просел. Подземные воды бегут здесь даже в самый трескучий мороз, подтачивая и без того обветшалое основание. Мост может рухнуть в любой момент или смыть весенним половодьем, так как уровень воды поднимается здесь высоко, что сразу разделит район на две части, прекратив между ними сообщение. Будет перерыв движения ориентировочно где-то 21 день, мы прогнозируем. Мост может просто не выдержать и паводкового потока, потому что здесь нужно тоже оценочно смотреть, насколько у него остался ресурс, как он может работать. Поэтому здесь может возникнуть большие затраты, которые требуют восстановительных работ. Нужен какой-то сооружать объезд, чтобы он был более постоянный, а не имел временный характер. Теме аварийных мостов на участке республиканской дороги Мирный-Удачный на своем отчете глава района Ришат Юзмухаметов уделил особое внимание. Все 4 мостовых переезда там находятся в плачевном состоянии. Из бюджета Якутии на содержание дороги уже много лет выделяется скудное финансирование, а именно 30% от норматива. А на ремонт мостовых переходов деньги не выделялись и вовсе, что в итоге и приводит к разрушению моста. Теперь по Чуан-Алыру мы сейчас решаем, вплоть до того, что угрожаем введением чрезвычайной ситуации на территории района в паводок. Мост аварийный. Пока Минтранс нам ответил, что планируют они все-таки выделить при корректировке бюджета в марте деньги и перевести мост железной конструкции, который запасной находится на реке Танхой, для того, чтобы установить. На самом деле у нас может появиться опасная ситуация. Дорога республиканская, мост через Чуан-Алыр при паводке. Мы тогда Светлый, Чернышевск, Айхал и Удачный оказываются отрезанным от Мирного. Все последние годы именно Алроса выделяла дополнительные деньги на поддержание дороги. Но ремонтировать мосты за свой счет она не может, так как это республиканская собственность. 8 февраля в Мирном пройдет отчет правительства Якутии, где вопрос о возможной транспортной блокаде северной части района будет поднят снова. И успеть с его решением надо до начала мая, когда весенние воды смоют его окончательно. Роман Муконин, Илья Засухин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Возвращаемся к главной теме выпуска – коммунальной аварии на Воинской в Якутске. Уже в течение этого дня холодная вода должна прийти в дом. Работа коммунальных служб города подвигалась к критике министра ЖКХ республики. Пришлось нам вмешаться, помочь
И сегодня ночью бригада работала, и я думаю, что в течение дня подача холодной воды будет обеспечена. Холодная вода подключена с сетей нашего предприятия государственного ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия. Но между тем обслуживание, выход из таких критических ситуаций позволяет оставлять лучше. В данном случае есть зона ответственности. Каждый раз мы когда-то о чем-то говорим, все равно есть такая тема. И я думаю, что это крайний случай, когда мы, как говорится, приходим и, как говорится, вмешиваемся, ну, скажем, может быть, немножко не в свои полномочия. Вторую очередь онкологического центра в Якутске начнут строить уже в этом году. Об этом сообщил премьер-министр республики Владимир Солодов. Строительство будет выполнено в максимально короткие сроки. Поручение запустить проект онкоцентра в профильную программу Минздрава дал министр России. После включения проекта в федеральную программу строительство начнется сразу же, не дожидаясь федеральных средств, за счет регионального бюджета. Напомним, что первая очередь онкологического диспансера была сдана в декабре 2018 года. Вопрос с созданием взрослого отделения поликлиники Якутского медицинского центра в Жатае решится в этом году. Об этом также во время специального визита в поселок сказал Владимир Солодов. Сегодня поликлиническое отделение занимает первый этаж жилого дома номер 23 на улице Северной, где базируются специалисты, кардиолог, офтальмолог, участковая служба, женская консультация, физио и массажные кабинеты, а также стоматология. Помещение в 600 квадратных метров является собственностью Дальневосточного окружного медицинского центра. В случае вынужденного переезда из-за передачи здания федералам поликлиника может перебазироваться в небольшое одноэтажное строение на улице Матросова, 7. Однако Владимир Солодов предложил проработать более оптимальный вариант размещения больницы. Я буду предлагать руководству ФМБА переместить те учреждения, которые находятся в городе Якутске, в здание, которое освободилось при перемещении онкодиспансера в здание роддома. По поручению Арсения Сергеевича мы осенью этот переезд осуществили. Там здание у нас сейчас свободное. Я буду предлагать им воспользоваться этим зданием и в счет него передать в республиканскую собственность здание поликлиники здесь, в Жатае. Это позволит и учреждениям ДВОМЦа, ФМБА подразделению, улучшить свои жилищные, так скажем, условия, получить новые площади и дополнительные направления развития найти. За 5 лет жители дома по улице Аюнского, 25 в Якутске превратили свой дом в образцово-показательный. Девиз у них один: если не мы сами, то кто еще? Как отказаться от услуг коммунальной компании и взять управление домом в свои руки? В материале Ульяны Шагиной. Еще 5 лет назад 100-квартирный 9-этажный дом в Студгородке ничем не отличался от многих других домов столицы. Во дворе не было детской площадки, в подъездах проходной двор. Канализационные трубы подтекали летом и зимой, образовывая огромные сталактиты. Жильцы дома все это время исправно оплачивали коммунальные услуги управляющей компании «Северстрой», которая палец о палец не ударила, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. Это были страшные, можно сказать, подъезды. Очень много людей стояло на первом этаже. Все было не в очень, так сказать, приятном состоянии для проживания. Тогда жильцы дома решили создать свое ТСЖ. «Северстрой», узнав об этом, развязала настоящую войну с жильцами. Не желая отпускать дом, руководство компании не шло на контакт и мирное решение вопроса. Даже дело доходило до того, что они разбирали действующую консьержную кабинку и вывозили, значит, мусорные контейнера. Сегодня дом действительно образцово-показательный. В подъездах чисто, на каждом этаже расставлены цветы в горшках. Летом детвора играет на своей детской площадке, которая, кстати, появилась благодаря выигранному гранту «Народный бюджет». Сумма гранта составила 500 тысяч рублей. Мы с теми, кто выиграл в этом году грант, скооперировались и все вместе нашли одного поставщика и оборудовали нашу детскую площадку именно так, как хотим мы. Председатель ТСЖ Айталина Егорова, медик по образованию, в дни карантина кварцует коридоры, также договорилась с частной медклиникой, которая проводит первый этап диспансеризации. В 2015 году смогли приватизировать придомовую территорию. Теперь там стоит киоск по продаже овощей и фруктов, а на доме повесили большой рекламный баннер. Все это приносит дополнительный доход дому. На благоустройство двора мы ни копейки не собираем у жильцов.
а наоборот и сняли некоторые виды услуг с квартплаты. Благодаря созданию ТСЖ жильцы стали истинными хозяевами своего дома. Открыли спецсчет на капремонт и теперь по мере необходимости обновляют подъезды и фасад дома, меняют канализационные трубы. Многие жильцы, видя такую отдачу от самоуправления, стали более активно заниматься делами дома. Дружно выходят на субботники, сажают деревья и цветы во дворе. Вот действительно, где чувство собственности породило чувство ответственности. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. Научное общество «Рост» в 4-й школе города Ленска собрал талантливых детей. Ребята не только представляют свою школу на олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, но помогают своим педагогам делать жизнь в школе интереснее. Подробнее в сюжете наших коллег. Идти сюда учеников не заставляют. Участие в жизни научного общества «Рост» – дело добровольное. Юные исследователи, спортсмены, творческие дети находят здесь поддержку своих идей. Цель общества – создать условия самореализации ребенка. Одаренный ребенок – это тот ребенок, который умеет писать то есть научные тексты или проводить исследования. Одаренный ребенок может быть и в спорте. То есть вот те люди, которые имеют какие-то особенные знания, то есть спорт – это же тоже знания, умения, определенные навыки. Эти дети первые на защите авторитета школы в научной сфере. Участие в олимпиадах по предметам и научно-практических конференциях – главная задача участников общества «Рост». Защищают честь школы на творческих конкурсах, на спортивных соревнованиях. Они же помощники учителей в организации внутришкольных мероприятий для учащихся и родителей. О том, что именно так проводят свое свободное время, ребята не жалеют. Успевают все. Это учит их самоорганизации и правильной расстановке приоритетов. Конечно же, это не мешает, а только развивает меня, потому что я стараюсь успеть несколько дел сразу. Главное – распланировать свое время и правильно сделать график, и тогда все пойдет хорошо. У меня постоянно соперничество идет с другими учениками других школ. Меня мотивирует тренер. Я понимаю, что мне это самому надо, потому что после 11 класса я собираюсь в Олимпийский резерв, и для этого мне нужны очень хорошие данные. Дети научного общества «Рост» очень разные, но все замотивированы на успех. И порой лучше взрослых знают, что может их привести к успеху. Есть предрасположенность, которая помогает некоторым детям. Например, если вам дается легко математика, но кому-то она дается труднее, то это не значит, что вы будете гениальным ученым лишь только поэтому. Каждому ребенку в его научном пути обязательно помогает педагог. Своими исследователями школа гордится по праву. Их за 50 лет не пересчитать. Олеся Васева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Это были новости в прямом эфире. Оставайтесь с нами.